алмазная столица. Я вас приветствую на нашем канале. И Политгараж никогда не забывает о вас. И снимаю для вас новые ролики, новые видео о нашем городе. Хочу вас всех поблагодарить. Огромное всем спасибо за то, что вы посмотрели наши последние видео о городе Мирном, о новостях. Вот помните, да, вот здесь вот снос двух строений идет. Да, конечно, у многих остались теплые воспоминания об этих домах. Когда-то даже была, оказывается, начальная школа в 60-х годах, как я прочитал в ваших комментариях. Друзья, пишите комментарии, будем их зачитывать, будем вспоминать, что, где, когда было в нашем городе. Вот сейчас мы проезжаем по улице Амосова. Помните, вот здесь поворот был на Голубой Дунай. До сих пор люди помнят, что вот это поворот на Голубой Дунай. Но сейчас там магазин Марк, по нему ориентируется. А вообще Голубой Дунай здесь стоял. Ну, такая пивнуха была такая. На разлив пива можно было купить со своей баночкой, придя. Вот. Также вы посмотрели наш выпуск о 26-й школе «Последний звонок». Отдельно всем благодарность за него. Все, кто посмотрел, все, кто поставил лайки и оставил свои комментарии. Ну и, конечно же, я жду новых подписчиков среди родителей, да и просто зрителей. Вот как-то так. Ну, друзья, не обессудьте, я не профессиональный видео, как это называется, я даже не знаю. Ну, короче, я не снимаю специально фильмы на заказ. Ну, как-то так получилось, я никогда не брал такие заказы. Просто вот друзья попросили меня, ну, сними. Ты же снимаешь фильмы про город Мирный. Ну, вот сними про нашу 26-ю школу, про наших учеников, наших выпускников. Ну, как-то вот так. Как смог, так снял, друзья. Если вам понравилось, ставьте вот такой жирный лайк. Друзья, а у нас в алмазную столицу прибыл очередной борт с клубникой. Сейчас мы посмотрим, хороша ли клубничка в 22 году в мае месяце. Сейчас мы развернемся и подъедем. Ну вот первая клубничка из Приморья. Друзья, вообще, ну, я уже много раз вам рассказывал и показывал эту клубнику. Вот так вот она выглядит. В принципе, ну, понятно, что она тепличная. Ну, очень сладкая, сочная. Вот прям как домашняя, даже, может, даже лучше. Да, люди подъезжают потихоньку. Они вот только-только подъехали. Люди подъезжают, берут. Ну, потому что это источник витаминов, можно сказать же. Это ж мы же якуты тут никак не можем без витаминчиков. Солнца у нас мало. Вот смотрите, еще на улице 11 градусов. Ну, что-то там днем обещают, может быть, градусов до 18 повышения температуры. Ну, в мае месяце уже тоже хочется прямо лето. А оно у нас уже было. Кстати, оно у нас было на прошлой неделе, в воскресенье, было шикарное лето. Хорошо, что мы были не на работе, и мы его застали. Кто знает этот анекдот, тот нас понимает. Потому что можно случайно и пропустить. Все-таки мы в Приполярье находимся, но никак мы лето иногда бывает, просто не успеваем заметить. Но оно есть. Раз зеленые деревья, значит, у нас есть лето, значит, у нас все будет хорошо. И несмотря на наши некоторые комментарии, что у нас тут все грустно, все серо, что все у нас сбежали из нашего города, все эмигрировали, можно сказать, все нас бросили, да нифига. Кто жил в этом городе, кто в нем родился особенно, никогда не будут так говорить. Потому что город растет, город развивается, город строится.
несмотря ни на какие события, на спецоперации, как-то вот так люди получают зарплату, пенсии, ходят в поликлиники, лечат свои болячки. Ну, все как-то вот так. В нашем городе всегда было непросто. Ну, вот прям никогда не было просто. У нас всегда, блин, то понос, то золотуха, как говорится, блин, то эпидемия, блин, то война, то авария на руднике, то какой-то всемирный коллапс. Нас всегда трясет, блин. Ну, я не знаю, как всю страну или нет, я не знаю. Но вот нас всегда почему-то трясет. Нас все время пытаются, блин, куда-то выселить. Все время нас пытаются как-то, блин, наш город прижать, принизить. Однако мы здесь живем и, как видите, и, можно сказать, даже процветаем. Вот так, какие-то вот такие у нас дела. Смотрите наши следующие серии. А пока будем снимать для вас что-нибудь интересное. Я вас всех приветствую, дорогие мои друзья. У меня сегодня велотренировка очередная. Я могу доложить, что я немножко занялся спортом. Купил себе велосипед. И, конечно же, решил немножко подтянуть свое здоровье. Вот, сейчас я совершил небольшую прогулку. Снял для вас небольшой видосик. Вот. А все благодаря чему? Потому что я купил новый кронштейн для камеры. Сейчас я вам достану и покажу его. Какая это. Друзья, кто-то покупает себе прицепы, кто-то домкраты, кто-то покупает себе лодки, моторы, снегоходы и так далее. Я себе ничего не покупаю, я покупаю себе вот такие вот ништячки, такие классные штуковинки. Это кронштейн для крепления камеры. Его можно закрепить в любом месте. Смотрите, я откручиваю вот эту штучку, да, и он становится весь подвижный. Вот такой вот. Кроме этого, здесь вот такой вот крокодильчик есть. Видите, я хлоп, и могу его в любое место затянуть на велосипеде или на машине, в любом месте. Потом устанавливаю сюда камеру, вот сюда наверх, вот сюда вот. Чик, на крепление ставлю камеру, смотрите. Потом затягиваю вот этот винтик, хлоп, затянул, и все, и он не гнется, он вообще никуда не гнется. Во, видали, какая штуковинка? Это не у меня не одна, она у меня их две теперь. Так что вот. Может, кому интересно, я могу даже ссылочку вам оставить. Вот у кого-то есть камера GoPro, да? Называется это Small Ring. Вот такая штуковина. Оставлю ссылочку внизу. Вдруг кому-то интересно будет. Потому что это просто бомбическая вещь. Откручиваешь, и все, и она становится подвижной. Закручиваешь, и все, и она уже не двигается. Поехали смотреть тренировку. По городу, конечно.
Эрик, стой, не шатайся.